Родственники спортсменов – самые искренние болельщики. Им не столько важен результат матча, сколько увлеченность их близких спортом. Так и Рамиль Багаманов не пропустил ни одного матча с участием своего сына Альберта. Он же его главный критик. Соперники сильные, не дают им прохода. Никак, вот это слабое место. Надо поработать тренером над этим. Сами игроки также вдохновляются поддержкой родных и близких. Как правило, чем больше болельщиков на трибунах, тем лучше результат. Как бы большую роль они играют, когда поддерживают своими аплодисментами, криками. Баскетболисты на паркете – игра захватывающая, не без падений. Но после свистка арбитра все протягивают руку помощи. И неважно, в какой ты команде. Мы общаемся, это как вот дружная большая семья, как будто вот из соседних домов, вот только приехали, разговариваем, друг к другу в гости ходим, чай вместе пьем. То есть вот здесь это такое ценное общение, даже после игры, даже мы сейчас соперничали и все. Дальше начинаем разговаривать, да, вот там, даже подходим, извиняемся в плане того, что там вот немножко грубо сыграл. Казанские баскетболисты сражались до победного, но зацепиться за бронзу им не удалось. Главный кубок увозят представители команды «Баски» из Санкт-Петербурга. Более 120 игроков, и все они на колясках. 80 человек колясочники. Какое еще такое мероприятие есть, где такое большое количество инвалидов с такими поражениями? Но люди нашли в себе силы заниматься таким красивым, азартным, скоростным видом спорта и добиваются успеха, не сидят дома. Несмотря на результаты турнира, все участники уже победители. Выйти на площадку, проявив характер, и сражаться до последней секунды. В этом ребятам точно нет равных. Алмаз Гафиат, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.